Крещение, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. Этот день связан с крещением Иисуса Христа. По традиции, в ночь с 18 на 19 января православные окунаются в проруби. В Коми в этом году обустроят свыше 30 купелей. Иордань на праздник Крещения Господня оборудуют практически в каждом муниципалитете Коми, в том числе и в Инте. Утром 19 января в храме Святой Троицы пройдет божественная литургия. Сразу после праздничной службы в 10:00 состоится крестный ход от церкви до купели. В связи с эпидемиологической ситуацией вводится ограничение в количестве 100 человек. Прорубь, как и в прежние года, будет оборудована возле дома 1 по улице Северная. Есть правила и рекомендации устройства купели, разработанные Российской Федерацией. То есть мы делаем строго в соответствии с ними. Ежегодно до производства самой купели проходит совещание в администрации, где присутствуют все структурные подразделения, органы, которые будут осуществлять и контроль, и изготовление. То есть предварительное совещание у Киселева Владимира Алексеевича было проведено, то есть все участвующие лица получили свои задания, поэтому в соответствии с этими заданиями мы работаем. Главная задача – обеспечить безопасность людей, которые придут на крещение и решат окунуться в купель. Силы и средства МЧС на время праздника переведены в режим усиленной работы. Многие структуры организации будут участвовать именно в организации самой купели. И будет и ОМВД, будет и МЧС, и спасатели, будет и скорая помощь. То есть многие люди здесь будут участвовать, и палатка будет стоять, то есть все так же, как ежегодно. Специализированная техника ведет очистку дорог от снега в месте предстоящего крестного хода. Для желающих окунуться в проруби на месте купания будут созданы комфортные условия. Установят палатку с обогревом, в которой можно переодеться. Также интинцев ждет горячий чай. Праздник Крещения Господня, он с 18 на 19 проходит купание. Здесь уже с вечера 18-го будет дежурить и спасатели, то есть и здесь и мы будем, и скорая помощь, и ОМВД, то есть люди уже могут подходить, окунаться, чтобы быть здоровыми, не болеть. Специалисты ГИМС уже провели обследование льда. Его толщина более 1 метра, что соответствует нормам.